Белорусы, простите меня, я в вас не верила. Что такое Путин или Лукашенко рядом со Сталиным? Я русофобка, как вы знаете, да, и бендеровка. Поздняк просто ревнивый человек. А ревнивые люди в политике – это катастрофа. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Рода, вы на канале ТОК. І сёння мы з вами знаходзімся ў Берліне. А прыехалі мы сюды, каб паразмаўляць з выбітнай пісьменніцай, нобелеўскай лаўрэаткай Светланай Алексеевич. Поехали. Светлана Александровна, як вам живется в выгнании? Грустно. Но как бы я пишу новую книгу, то есть я делаю то, что я всегда делаю. Если другого я уже не умею делать. Слушаю, встречаюсь с нашими людьми. У нас такое время рассеивания, да, куда ни поедешь, везде обязательно встретишь белорусов. Вот сейчас я поехала в Испанию, и там столько белорусов пришло. Як вы воспринимаете то, что вы не можете вернуться домой? Вот еще раз повторю, грустно, потому что я бы хотела жить дома. Я давно могла бы остаться здесь, но я не хочу. Это связано и с каким-то устройством моим, наверное, психологическим. Я бы хотела жить дома среди своих людей, среди близких. С другой стороны, так как я работаю, мой жанр, он все время связан с людьми, о которых ты пишешь, да, и напрямую, наживую. И у меня ухо все время на улице. Здесь я не могу на улице слышать то, что происходит у меня дома. И даже когда я говорю с теми, кто уехал, это же тоже, вот 4 года уже после наших маршей, после нашей революции, все-таки хочется так это называть, все равно ощущение, что люди не могут же быть в застывшем состоянии. С ними же тоже за эти 4 года много чего произошло. Первые годы, когда я записывала, особенно у молодых, были такие полные глаза, такие энтузиазма какого-то, радости, возможности. А сейчас это уже нет. Сейчас люди уже ушли в другую жизнь и пытаются здесь себя найти. И это уже другие люди. И вот я пытаюсь понять, что это за люди, что с нами делает изгнание. Атрыманне Нобеля – гэта найвышэйшае звяршэнне. З ім прыходзяць грошы, слава, прызнанне, всё. Як это изменило ваше жыццё? Нет, жизнь, может быть, моя, конечно, поменялась, но главное, что я не поменялась. И я очень рада, что я не поменялась, я осталась такой же, как я и была. Немножко с иронией на все смотрю, и на свои маленькие и большие победы тоже, если так можно сказать. Мне и другое интересно в жизни. Мне интересно в жизни мой письменный стол, мое письмо, и попытка понять, что же с нами происходит. А с нами казалось, что уже конец красного человека, как я так романтично себе позволила подумать, а оказывается, он еще жив, этот красный человек. И вот заливает Украину кровью. И поэтому моя книга не о тех темах, которые я хотела. Любовь, старость, что было бы мне интересно, интеллектуально больше, может быть. Это совпадало с моими уже какими-то жизненными интересами. А я опять пытаюсь разобраться, что же это за идея была. И почему этот человек так долго живущий, где он живет, почему он так долго живет. Потому что все, о ком мы с вами говорим, с чего начинается наше утро, каждого из нас, потому что я уверена, что все мы открываем компьютер, да? И вот недавно, я помню, как раз перед моим выступлением у меня была парикмахер, девушка из Беларуси. Очень красивая такая девушка. И через 5 минут говорили о Путине и Лукашенке.
Я говорила: Леся, представляете, какие мы заложники. Вот что такое диктатура. Она все время приземляет нас, она делает нас глупее, чем мы все есть. Она не дает нам развиваться, потому что мы обсуждаем вот это безумие, которое рождается в их головах. Оно же не рождается в голове интеллектуалов каких-то, когда ты действительно, думая об этом, растешь. Легко впасть в отчаяние, если так долго думать об этом. Вот я всегда, когда меня спрашивают, что делать, я говорю: главное не впасть в отчаяние. Пытаться за что-то зацепиться. В жизни много интересных вещей. А диктатура все-таки, все равно она не занимает всю нашу жизнь. Она поломала нам жизнь, перевернула все в ней. Но все равно она не заняла нашу душу, сердце. Да? Вот недавно я, например, встречала влюбленного белоруса. Это был уже не молодой человек, но как он говорил о любви, которая настигла его так далеко. И я думала, ну вот, человек все-таки, когда-то я писала больше войны, он и больше диктатуры. Все равно человек выживет. Это эффект асфальта, да? Маленькая такая трава, не сильная и, казалось бы, обреченная, она пробивает асфальт. Ведаеце, калі думаць пра пратэсты 2020 года, то здаецца, што гэта быў сігнал для нас усіх, што, можа быць, савецкі чалавек, чырвоны чалавек у Беларусі ўжо памёр? Ці не? Вы знаете, это, я помню это ощущение, конечно, это был такой, наверное, самый идеалистический протест, который я видела в своей жизни, хотя я много ездила по миру и много видела протестующих людей, желающих жить иначе. Но у нас это было очень идеалистично. И я помню, вот я же живу там, и мимо меня шла это все время, каждое утро колонны людей шли, эти сотни людей, сотни тысяч людей. И это было, и я спускалась и шла немного тоже с ними. И это были красивые молодые женщины с колясками детей, что меня совершенно... Я думаю, насколько мы чувствовали себя в безопасности. Насколько мы были, опять-таки, романтичны. Мы почему-то представляли, что если вокруг мир гудит и меняется, то что-то должно произойти в нас. Что вот кто, вот этот главный, выйдет и увидит, что нас так много, что мы думаем иначе. И что это, как бы, ну, можно сказать, ну, может, очень красиво. Народ все-таки вышел, действительно большая часть народа. И никто из нас не подумал о том, что может быть кровь. Никто нас не был готов к крови. Все представляли свободу в то время. Сейчас, наверное, уже жестче мы себе ее представляем. Благодаря Прокопьеву, который об этом говорит, что только кровью мы можем добиться свободы. Сейчас, наверное, было бы уже жестче. Действительно, была бы уже кровь. А тогда мы думали, что это праздник, что это красиво. А оказалось, что, ну, может быть, это связано с тем, мне всегда такой пример, что если люди 70 лет сидели в лагере, и вот они вышли с этого лагеря, и вот этот человек стоит за воротами лагеря, что это свободный человек. Это не свободный человек. Он не знает, что это такое свобода. Мы тогда пользовались словами, очень много было красивых, я бы сказала, таких чужих, не своих слов. Чужих в том плане, что вот и свобода, и демократия, это все еще не было обжито нашей культурой, нашей душой, сердцем, нашей практикой жизни. Это все было не обжито. Осталось такое незаполненное пространство. У архитекторов, когда я опять-таки, вот, мне понравилось, когда пока я была в одной мечети, это очень старая мечеть, и вдруг вырвалось у гида, который вел меня, такие слова: «Паника незаполненного пространства». И я подумала, какое это точное определение нашей жизни. Мы не знали, что делать с этим незаполненным пространством. Нам нечем было заполнить.
пространство надо заполнять материально, надо знать, что делать. А мы не знали. Это, не любили коммунизм. Вот нам показалось, что коммунизм мертв. Это была тоже ошибка. Но как идти к свободе, как ее добиваться, этого опыта ни в кого не было. Даже я знала, собственно, всех оппозиционеров, вот русских и наших. Я могу абсолютно говорить и за себя, и за них, что мы не знали, что делать. Мы были мечтатели, мы были прожектеры, мы были люди, которые воспитались на кухне, которые как бы никогда не имели практического примера, что делать. Хотя рядом вот соседи, поляки, они уже что-то делали. Мы же не знали, что делать. Может быть, у нас не хватало людей, все-таки самостоятельно мыслящих. В Прибалтике, в Польше их было больше, потому что там была другая история. Нашей маленькой страной очень жестко поступали. Но я уже повторяю то, что все знают. И в войну, и в ГУЛАГе, в общем-то, погибали лучшие. И мы вышли достаточно с объединенным человеческим потенциалом. И не потому, что у нас там люди другие. Нет, только лишь потому, что вот эти диктаторы, кто был наверху в Кремле, они очень боялись этих маленьких государств. И прежде всего они там уничтожали интеллигенцию, которая могла бы что-то сделать. И этот красный человек, который только что вышел из-за ворот лагеря, он что начал делать? То, что он умеет. Воевать, убивать друг друга, воровать, делить эту страну. В Беларуси еще не успели. А в России, там везде все это просто разрывали куски этого пирога. Марши у нас были красивые, но время нам попалось очень жестокое. А як ви думаєте, чому Лукашенко все ж таки розгорнув такі масштабні репресії? Бо ніхто не чекав, що будуть так бити людей, стольких саджать. Для всех это оказалось полной нечеканностью. Уже часто говорят, что он не может простить тот страх, который он пережил первые дни. И он действительно боялся. Но я думаю, что не в этом дело. Мне кажется, что он тоже красный человек, он не знает, что делать. Он делает то, что он только умеет. Унижать, убивать, сажать в тюрьму. У него нет другого знания жизни. Это вот все его знание. И ему кажется, что сильное государство – это вот страх, в котором он будет держать народ. У него нет другого знания. Это абсолютно советское знание. Я ни разу не слышала от него ни одного такого слова прорыва в какую-то новую реальность, потому что мы же... То, что мы маленькая страна, это был наш плюс. Мы могли социал-демократию легче делать на таких маленьких пространствах, чем Россия. Попробуй там на этой разной России, разные люди, разные государства. И это можно было сделать. Но, во-первых, у него не было этих сведений. Во-вторых, я не знаю, я никогда не видел у него сильной команды. Команду в то время надо было делать из историков, из молодых людей, из политиков. То есть из людей, которые имели силу и энергию прорваться в новое время. Надо было прорваться в этот большой мир, который вот там за границей где-то гудел. И когда мы стали ездить, мы увидели, как сделана эта жизнь. Надежда только, что мы сейчас, глядя на всю эту жизнь, научимся чему-то. И когда вернемся домой, можем что-то сделать. Мы во всяком случае, вот уже столько лет смотрим, как люди это делают здесь. Вот я жила в Швеции, много социализма, как в Германии много социализма. Жила во Франции, тоже там много социализма. А мы только об этом говорили. Мы не знали, что это такое.
То есть мы оказались люди без знания будущего. Для того, чтобы делать будущее, как мне кажется, надо знать, какие шансы у твоей страны, на что можно опереться в твоей стране, чем она сильна, что она потеряла за ход истории. И находить этих людей, которые могли... А этих людей очень много. Я просто не буду называть фамилии людей, белорусов, которых я встречала, которые действительно могли сделать новую Беларусь. Это будет как бы не совсем хорошо для них, но они есть, но ставка была сделана просто на страх, на тех, кто боится, на то, как сделать, чтобы было страшно. Я помню, как я читаю речь какую-то, не читаю, отрывок просто Лукашенко, и он говорит, что вот там иностранные языки, зачем типа нам иностранные языки, да? А сколько языков, по-моему, языка 3 знает его сын. Ну, во всяком случае, он его научил. Почему Коле нужен, а другим нет? И вот так на каждом шагу такое неуважение к стране, к людям, которые там живут. А вот это унижение тюрьмой, вот условия тюрьмы. Я сейчас записываю много людей, что они рассказывают, даже как их арестовывают, когда старую женщину ставят на колени, пока идет обыск. Это все большая историческая травма, это все так не пройдет. Это в каком-то смысле, я бы сказала, остановило наше. Вот если марши были рывок, то потом вот уже 3-4 года не можем пойти дальше. Я надеюсь, что, может быть, в наших разговорах, в наших книгах, которые появляются сейчас, там еще где-то пишутся, люди думают об этом, ищут эти пути. И это все нарабатывается. Я не могу представить, что ничего не нарабатывается. Что-то делается. Есть у нас люди, есть этот потенциал. Но время остановлено, мы расколоты, живем раздельно. Так что сложно все это. Як вы думаете, мы сможем узнять голову, здобыть свободу, хоть 4 года террору протягиваются? Что значит можем? Мы должны это сделать. И это будет, поскольку так время нельзя остановить. Никто не может повернуть время вспять. Что такое Путин или Лукашенко рядом со Сталиным? Это маленькие копии, да? И тот ничего не смог сделать. Потому что нельзя остановить время. Большевики не смогли остановить время. Так что это будет, но какой ценой? И сколько ждать, и время такое маленькое. Вот я часто думаю, что жалко, что оно такое маленькое. Хотелось бы все это увидеть. Еще что-то сделать для этого. Як ви думаете, Лукашенко сможет при житті отдать владу? Нет, Лукашенко сам лично владу никогда не отдаст. Я еще когда-то говорила, и мне мои друзья говорили, ну почему ты так жестоко? Я сказала, без крови он не уйдет. Хотя не было таких оснований, казалось, что это можно голосованием или чем-то. Нет, такой типажи таких диктаторов, физически сильных и не отягченных знаниями, они никогда не уходят сами. А что он умеет делать, кроме того, что он делает сейчас? Ничего. Вот Горбачев ушел. Вот я разговаривала много с Горбачевым, встречалась с ним. Так он ушел, он ездил, выступал, говорил, да? И так и многие другие. Шеварднадзе, например. Я видела, он тоже как-то. Этим людям было куда уходить. Линас Шушкевич, понимаете? Эти люди, им было с чем уходить. А с чем он уйдет? С деньгами? Да ерунда деньги по сравнению с историей. Ну и что? Ну напичкают там самосвалы этих денег. И что? Ничего. Для истории эти бумажки ничего.
Для многих диктаторов вельми важно, якими они уводят в эту историю. И Лукашенко, и особенно Путин, да, они такие думают, что они такие мессии. И читают в том опыте русской революции, они берут вот Ильина, там таких философов, которые, мне кажется, упрощали путь России, а тем более Лукашенко Белоруссии. У них не было этого такого широкого взгляда, а тем более сегодня это непростительно, потому что совсем другое время, нужен широкий гуманитарный взгляд. Вот такой, как я был у моего учителя, например, Адамовича. Вот такого человека я представляю в это время на этом месте, вот, президентом. То есть нужен был не только сельскохозяйственник, который знал, как бульбу сажать, а который бы имел какой-то широкий взгляд, у которого были европейские какие-то ассоциации, который прочитал очень много книг, очень много думал. Вот какой человек в то время нужен был, поскольку у нас не было этого опыта. И его надо было брать отовсюду, больше всего из мира, а не только из самих себя. Из самих себя вот и вытянули назад этого красного человека. Как вы думаете, какими уводят в историю Лукашенко и Путин? Диктаторами. Не выйдут диктаторы, которые вот день начала войны украинской, я читала недавно Юваль Харари, по-моему, ну вот этот израильский философ, он сказал, что когда-то в книгах будут писать, что это начало Третьей мировой войны. Вот они стояли в самом начале ее. И больше всего будут повинны в этой. Вот когда-то будут читать так об этом. А как вы думаете, это сапраўды может стать початком Третьей Сусветной? Это уже стало. Вот то, что происходит вокруг. Это Третья мировая война, только без ядерного оружия. Пока. Надеюсь, хватит ума всех остановиться. Это есть, а наш не обязательно взорвать весь мир. Вот так, как он взрывается, как он распадается сейчас, и как под знаменем Путина собирается все фашистующее в мире. Нет, это все страшно. Это все какое-то время, которое отдаляет нас от будущего. США бачить основную погрозу у Китая для сусветной безопасности. Как вы глядите на это? Могу сказать, что поражает то, что они сделали. Поскольку я несколько раз была в советское время, это был очень бедный Китай, только освободился от Мао Цзэдуна и его идей. И сейчас это поражает, особенно Шанхай, это фантастические, конечно, какие-то камень. Вот то, что они сделали из камня, это фантастическое. А идеи, конечно, опасные для мира и для самого Китая. Он будет не один, он найдет себе союзников еще. Почему Китай не найдет союзников? Найдет союзников. Сегодня люди, которые вокруг Китая, те же американцы, должны владеть тем искусством политики, которое есть у китайцев древнейшим, но быть еще большими китайцами, чтобы переиграть. Такая дипломатия. Да, дипломатия должна быть очень высокого класса. Потому что вот это запугивание друг друга, это не внушает среднему человеку надежды. И поэтому средний человек начинает голосовать вот за правых, за этот популизм, все. Не такой наивный был Платон с его словами, что писатели или как-то интеллектуалы, в том понимании, должны править государствами, править миром. Потому что, во-первых, у них, что такое гуманитарный человек? У него есть ценность человеческой жизни. У Путина нет и у Лукашенко ценности человека жизни, поскольку у них нет этого такого размаха мышления, скажем так, да. У них есть понятие будущего, что мы хотим от будущего.
Не только же вот сколько я живу, столько правит Лукашенко. Ну, у него больше, я живу больше, конечно, но вот сколько я помню, при мне все время правит Лукашенко. И что мы слышим? Что зарплата будет там сначала 200, потом 300, потом 500. Ну, как будто мы какие-то, не знаю, даже уже не роботы, роботы уже умнее. Понимаете, что такое искусственный интеллект? Это очень, вот у меня он достаточно простой какой-то программой, я так пользуюсь. И когда я что-то такое упростила, он сказал мне: вы, наверное, устали. Да, вот так. Я подумала: да, я устала. Он уже понял, что это уже не сегодняшний уровень понимания вещи. Понимаете? Это мне сказала машина. Не самая такая продвинутая. Есть гораздо более продвинутые. То есть у Путина даже нет компьютера. Я думаю, у Лукашенко его нету. У него компьютер его сыновей и их голова. Если он что-то иногда говорит такое, то, я думаю, это взято из этих молодых все-таки разговоров. А мир же уже другой. А эти люди старые. Я однажды видела, это, по-моему, на европейском где-то телевидении, идут трое: Порошенко, Путин и Зеленский. Это шло два времени. Вот Зеленский — это было уже другое время. Что угодно, мол, там его там говорить, все, но это шло уже другое время. Когда начали не говорить, это уже был уже другой лексикон, другое понимание вещей. Вот, я думаю, нам надо такой лидер, чтобы где-то формировался такой лидер, чтобы перестать эти драчки наши, перестать эти... а просто поклониться той Свете Тихановской, которая очень много сделала для авторитета Беларуси в мире. Я видела и была сама просто потрясена, даже глаза были полны слез, когда весь Бундестаг встал и минут 15 и хлопал. Он же хлопал в Беларуси. Понимаете, это было очень здорово. И поэтому нам надо как-то из всех этих наших страданий, мечтаний, неумений, как-то должны найтись люди, они должны сформироваться. И прежде всего я верю людям, у которых есть все-таки гуманитарный размах. Есть любовь к жизни, любовь к человеку и представление, что какой-то есть божественный замысел в нашей жизни, а не только, чтобы получать 500 или 700 долларов. Что-то ж такое надо дать. А что может быть в нашей стране, когда, по-моему, уже все организации уехали, да, разогнаны, даже общество по защите птиц. Даже птицы уже мешали демократии. Ну, это же совершенно нелепо. Кто там будет делать людей вот этого будущего, о котором они все говорят, и что оно будет? А из чего оно будет? Из кого? Когда-то царю сказал кто-то из приближенных, таких прогрессивных, что можно уже крепостное право за 100 лет до того, как его убрали, сказал, что можно крепостное право отменить. А царь посмотрел, говорит: можно и нужно, но неким взять. То есть нет людей для этого. Вот это наша проблема на сегодняшний день. Нет людей. Они есть, но они разроблены, разбросаны, они не объединены какой-то идеей. Идеи не просто власти. Надо ж людям объяснить, зачем ты эту власть берешь, что ты с ней будешь делать, как заставить всех людей, весь народ думать о будущем, понимаешь? И я думаю, что эти люди есть. Мне кажется, вот таким человеком был Миленкевич. Когда вот он появился на этом президентском небосклоне, и был шанс, и я подумала, что
Во всяком случае, такого человека не будет стыдно в мире. Вы згадали Святлану Тихановскую. Я ведаю, что вы вживую здесь встракались. Якое у вас уражение засталось? Ну, мне она понравилась. Мне она понравилась, хотя я встречала ее, когда она еще только начинала. И еще трудно было предугадать, что она сделает из себя. И то, как много она сделает для Белоруссии. Вот. Но КГБ там как-то постаралась и поссорили нас. Вот. Но я всегда, даже можно сказать, с восхищением слежу за тем, что она делает. И просто я бы хотела... что я хотела, я не могу это... Я же не политик. Но людей, которые вокруг, которые занимаются политикой, все-таки сегодня работать рядом с ней. Потом время приведет новых людей. По-моему, она так и не держится за это. Сегодня она на своем месте? Сегодня да. Сегодня да. Сегодня нужен человек, который способен полюбить мир. Вот за образ. Понимаете? И вот когда я видела людей часто, как они реагировали на нее, политик высоком уровне, и у них сразу улыбка на лице. Вот что-то такое в ней есть белорусское, как есть к нам, кстати, отношение такое, да? Вот я даже к себе не раз слышала. И в Москве, и в других странах. С Беларуси, да? Вот что-то у нас какое-то есть такое. Я не знаю, встречались ли вы с этим. Какой-то запас наработан все-таки нашими предками. Когда говорят, с Белоруссии. Я помню, когда с Адамовичем куда-то зашли на большое писательское собрание, и вдруг собрание останавливается и говорит, тут белорусы пришли. Да, это было так здорово слышать. Не в смысле себе, по-моему, ни Олесь Михайлович, ни я, мы это себе не присваивали. Мы понимали, что это Белоруссия, что от нас чего-то ждут. Мне кажется, что этот опыт, который мы набыли во время маршев, сейчас надо осмыслять. И более так, не только все время... Надо выйти из этой ловушки страдания, причитания, да? Надо выйти, больше найти смысл в этом. Зачем это нам было? Что мы из этого подчеркнули себе? Зачем бы мы спускались и сейчас в этом аду столько людей живет? И это осмысление, чтобы больше, я бы хотела, чтобы появлялось больше статей хороших, философских работ о том, где наш потенциал, что с ним делать. А не только плакать. Тут не говорить на языке, не говорить на языке. Я понимаю, что язык – это очень важно. Но надо же глубже. Люди же ждут, они же так не зациклены на языке, человек вообще. Надо человеку что-то сказать о смысле жизни, чего он не слышит от других. Вот что должен делать политик, если он серьезный большой политик. А як вы думаете, что может звязать белорусу апроч мовы? Что может быть этим грунтом? Вы удивитесь, я думаю, это наше, его нельзя назвать поражением, мы все-таки многое взяли из этого якобы поражения. Оно может нас связать, эта наша революция. Она может нас связать. И язык тоже. Но и это, что мы все увидели, на какой рывок способен народ. Я не забуду этот плакат, который девочка стояла. Такая небольшая, и написано: «Белорусы, простите меня, я в вас не верила». Да, и хотела уехать, или как там было. Я запомнила очень это. Это же мы продемонстрировали себе надолго. Я понимаю, что мы нравились себе в те дни. И сейчас, когда вспоминаем, нравимся.
Но мы же это показали себе, чтобы мы помнили об этом всегда. Это так же, как человек, который пережил, большую любовь, да? Все равно она светит ему всю жизнь. Все равно у него есть на что ориентироваться. Так и то, что с нами произошло в том августе, это должно нам дать силы, это должно нам как бы быть таким указателем на будущее. Сябры, падабаецца відэа, ставце лайк, так больш беларусаў змогуць пабачыць нашы гутаркі ток. Нагадаю, што нас можна падтрымаць рублём проста на Ютубе пад гэтым відэа. Дзякуючы гэтаму мы зможам часцей выбірацца ў далёкія падарожжы, каб запісваць гутаркі з вядомымі выбітнымі беларусамі. Дзякуй, што вы з намі. Адна з вашых кніг называецца «У вайны не жаночае аблічча». А якое аблічча ў рэпрэсіі? Тоже не женское. Начнем с этого, да. Образ маршей женский был, да? Угу. Потому что мужчины, понятно, женщины как бы встали и защитили их, поскольку с мужчинами более жестко расправлялись. Я помню, в моей книге там одна женщина рассказывает, когда ночью она слышала, как били мужчин. Она говорила, их не били, их убивали. Вот такое. Главное, что мне понравилось в наших маршах, хотя многие считают, что даже, может, что я и не права, что мы не жгли шины, не стреляли и не брали почту и телеграф. Потому что я видела утром, какое количество техники военной шло в город. И шло как раз мимо моего дома. Это было огромнейшее количество техники, и где-то они расползались по дворам, и не видно. И вот молодые бы люди вышли, там, не знаю, с чем они, с булыжниками или с чем, мы бы потеряли несколько поколений молодых людей. Я, например, была против этой крови. Мы не были готовы к ней. Чтобы идти на кровь, надо, чтобы вместе с тобой не только студент стоял, а стоял и старик там со старым оружием. Это совсем другое. Вот то, что сейчас есть на Украине, особенно в первые годы, когда они защищали Украину. Там есть такие фотографии фантастические. Буквально подросток, молодой мужчина и старик с каким-то допотопным оружием. Вот тогда можно идти на кровь, решаться на кровь. А когда на площади только женщины и студенты, на кровь нельзя решаться. Ты просто лишишь нацию будущего, будущих людей. И поэтому, я думаю, мы просто поняли, что мы можем. И, кстати, во всем мире, вот сколько я езжу, люди запомнили Беларусь. Ведь много где протестует в мире. Но почему-то запомнили Беларусь. И запомнили, как это было красиво. Что это не было вот этих убийств, смертей, а что это было очень красиво. В этом тоже была какая-то новая, еще неосознанная нами сила. Это, может быть, сопротивление будущего будут такими, мне так кажется. Потому что цена жизни, она увеличивается. Вот я писала, вспомни книгу «Войны не женское лицо», и вот то, что мне говорили эти люди, прекрасно, эти женщины, очень дешево стоила жизнь. Они так ее дешево отдавали. Я понимаю, что они отдавали ее за родину. Но нельзя было так дешево отдавать. Это виновато правительство. Сталин был в этом, что такой ценой они завоевали победу. То сейчас люди не захотят так умирать. Хотя вот мы видим с вами в наших глазах, Путин купил Россию. И за деньги идут и умирают, и убивают. Это тоже возможно. Но я думаю, что этот опыт, что происходит сейчас на войне в Украине, повысит цену человеческой жизни. И уже так легко не будут отдавать ее. И уже она станет выше рубля. Люди же тоже думают. Я очень много с людьми разговариваю. И многим
Стыдно. Вот один человек мне говорил, как я пошел на войну. Сели жена, там 2 дочери. С деньгами очень плохо, машина старенькая. Надо идти мне. Вот Путин там дает такие деньги. Идти и воевать. И я пошел воевать. И вот он вернулся, остался чудом живой. Как-то он очень хорошо сказал. Он сказал, что сегодня ему стыдно перед своими девочками, что он это делал. Он пошел якобы из-за них, а сегодня он видит, как девочки выросли, и как они понимают мир. И сам он чудом остался жив тоже. И сегодня ему стыдно. Так что Россия еще этот урок пожнет, еще будет у нее много из-за этого проблем. А что касается нас, это красиво, что мы не вступили в войну. Это просто здорово. И просто здорово, что вот я ехала в поезде, и какой-то молодой человек ехал со мной из Твери. Ненавижу хохлов. Я говорю, что вы их ненавидите? Ненавижу и все. Я говорю, так у вас же есть голова, за что вы их ненавидите? Ненавижу. Понимаете, вот от белоруса я никогда ничего подобного не слышал. Нет одного белоруса. Это говорит о том, что мы... Ведь не случайно у нас были такие красивые марши без крови. Наверное, это связано как-то с нашей историей. Это вот у нас есть такой писатель Володя Орлов, который очень хорошо знает историю. Он бы нам привел примеры вот этой, в общем-то, мне кажется, белорусы не так охотно и быстро готовы убивать. Мне здається, зовсім не готовы. Да. Хотя вот этот Стрелков, который там в Грозном воевал, так он рассказывал, что набрать людей, ну, всякой швали в Москве, это не была проблема, чтобы пойти туда, да, эти. Но даже эти люди около недели не хотели убивать. Это было самое сложное — заставить их убивать. Понимаете? Вот. А в белорусах этого, по-моему, нету. Хотя были у нас партизанское движение, все. И у меня очень много в книжках моих есть жестоких вещей, как партизаны жестокими были, какими. Поскольку это все люди решают. Из всего, вот я в чем считаю дело элиты, к которой мы себя относим, это из всего делать выводы, из всего делать материал для размышлений и для будущего. Что молодые люди, которые где-то растут, да, чтобы они вот думали об этом. Они же растут. Где-то в какой-то газете несколько лет назад была такая вещь. Там учительница сказала, чтобы каждый написал своим любимым писателем. И кто-то из старшеклассников написал обо мне. Она приходит в класс с моей фотографией и на глазах детей рвет эту фотографию. Ну и говорит, что я фашистка, там, русофобка, все. Ну, весь этот арсенал. Вот. И дети молчат. И, казалось бы, это катастрофа. Это дети все впитывают. Но нашелся кто-то, мальчик или девочка, который это сфотографировал, и мы увидели эти кадры, как она это делает, что-то. Народ — это очень большое понятие. И там много разного. Надо помочь светлому быть сильным. И если мы чего-то переживаем в это время, мы не просто плачем, этот наш вечный плач. Мы должны какие-то идеи, какие-то мысли достать, чем мы сильны, вообще чем силен человек, как ему сегодня помочь, и как, когда лучшие рассеялись в мире. Но я уверена, что там еще много сильных, интересных людей. Як ви думаєте, на чим спиниться Путін? Я бы ставила вопрос лучше так. На чем остановят Путина? Когда его остановят? Что станет последней каплей? Пока все-таки бизнес очень большую роль играет.
как-то не хотят с ним туда оружие, но стрелять нельзя. Но я вам хочу сказать, люди не совсем понимают, что у нас произошло. Вот я живу сейчас в Германии и очень много разговариваю с немецкими людьми. Они не до конца понимают не только, что у нас вообще мало понимают. Они понимают, что на Украине происходит и почему происходит. Поэтому мир, я уверена, будет нам помогать, потому что мир боится и Путина. Вот. Ну, Лукашенко – это просто тень Путина. Но очень много от нас самих зависит. Я думаю, что мы не должны пережидать, сидеть и пережидать. Сегодня мы не можем пойти туда и там еще стрелять, и не знаю, что сегодня уже делать. Но думать, накапливать какие-то мысли. Мысли могут быть сильнее оружия. Ганди как победил? Он же не победил оружием, он победил идеей. Нечего делать из крови фетиш. Нет, не надо. Это неправильно. Надо из жизни делать. И из того, что может сделать человека сильным. Вот говорят иногда про меня, что я писатель катастроф. Ерунда, никакой не писатель катастроф. Я собираю человеческий дух. Вот чем человек может быть силен, и какой он может быть страшный. Дети умирают там от рака, а первый секретарь все вывозит из своего дома, вплоть до фикусов. Не понимая, что они тоже уже заражены, но он все вывозит. Не детей, а фикусы. Вот такие люди. И это другие. Вы про Чернобыль? Да. И другие люди, которые, когда была такая опасность, ну, это известный уже момент, что вода подойдет к каким-то там слоям Чернобыля, может еще раз взорваться. И нашлось этих 10 людей, которым пообещали по машине, и сделали, не пустили воду. По-моему, машины им так и не дали. Но они все равно это сделали. По-моему, несколько человек еще живы. Чудом остались. Так что вот эту силу надо даже из поражения, из кошмара этого, из безумия, надо силу оттуда брать. А як российская интеллигенция ставится до войны? Она такая же разбросанная, как и наша интеллигенция. Хотя, казалось бы, больше их, все-таки огромная страна. К сожалению, вот я потеряла много своих русских друзей. Потому что они считают, что это надо было делать. Что это виноват Европа, виновата, и что Россию унижали. Так что там, вы же видите по оппозиции, там нет сильных людей. Там нет умных таких идей новых совершенно. Пока нет, но в конце концов где-то же, как это там, Маркс говорит, крот истории роет. И где-то через лет, жалко, что не так быстро, по-моему, поменяется многое в сознании людей. А теперь асэнсавалі вы с пачаткам войны свое стаўленне, у тым ліку да расійскай літаратуры? Потому что я ведаю, что вы высоко ценили и Чехова, и Толстого, Достоевского. И ценю. Не только ценила, и ценю. И почему ценю? Ну, вот я живу в Германии. После войны немцы, выезжая в Европу, боялись заговорить на немецком языке. Вот было, но это было отношение не интеллигенции в мире, если так назовем русским словом, этот слой людей, а было отношение простых людей. И я думаю, то, что сегодня ненавидит язык, а при чем здесь язык, скажите мне? А когда говорят, что имперец был Пушкин и там все, ну извините меня, так можно во всей мировой литературе. Все участвовали в этих, на совести. Это на совести времени. Рабы, там,
империя, все это на совести времени, а не на совести языка. Язык тут ни при чем. Мені здається, що мові достається тому, що Путін її використовує. Розмовляєш по-російську, значить, у нас на тебе есть свои планы. Ну, вы знаете, вот серьезный литератор не может опуститься до таких мыслей. Он не должен позволять себе подать такое отчаяние. Я понимаю еще украинцев. Я разговаривала с ними. Даже с одним потеряла дружбу. Потому что он сказал, Чехова не будет слушать, этого Чайковского тоже. И я спросила, а при чем они? Причем у нас есть все свое. Ну, понимаете, какая-то провинциальность за всем этим. И отчаяние. Я еще их могу понять. Это большое отчаяние. Когда тебя убили, твоих родных, твои друзья погибли. Это отчаяние, но это короткое время. Дальше языки живут гораздо дольше человека. И они, бог весть, из каких темных времен вышли. Так что нельзя их пришпиливать к моменту. Это глупо. Але гэта не толькі пытанне для украінцаў ці беларусаў, бо і Літва, і Латвія, і Эстонія зараз сцяну просто огромную побудовали. Но это они ж не к языку побудовали. Мои пьесы идут там. Хотя у меня такая сложная на русской, я же пишу на русском языке, но считаю себя белорусским писателем. Да культура российская, напевно. Да. Но, по-моему, это потихоньку как-то уже спадает. Хотя недавно я тоже одного, даже моего соавтора, удивилась очень, что он так начал говорить о языке. Я думаю, что это какая-то временная эпидемия, такой ковид мысли. Это не так. Язык тут ни при чем. А як беларусам пачаць ствараць сваё, думаць пра сябе, думаць сваімі героямі, сваімі праблемамі, калі побач ёсць огромная гигантская Россия з яе ресурсамі, з яе людзьмі, культурай, мовай, песнями, героями? Ой, ну если вы отделитесь от России, я русофобка, как вы знаете, да, и как бы и бендеровка, это так обо мне пишут в русской прессе. Вот. Но если вы отделитесь от большой культуры, от английской, которой тоже крови много, и от французской, если посмотреть историю, везде, на всех очень много крови. Но язык это все выносит и просто свидетельствует об этом через язык, и все. Но если вы, например, отказываетесь читать Чехова, Достоевского, там, но это будет провинциально, вы пойдете в провинциальность. Нельзя считать, что у нас, у маленьких белорусов, есть все. Это неправда. Мир очень большой. Надо открываться миру. Да, со своим языком все, но открываться миру. Як вы думаете, калі б беларускія, расійскія ідэолагі перачыталі зараз Толстого, яны б забаранілі якія-небудзь ягоныя кнігі? Ну, я не знаю, наверное, там, если не сказки, Афанасьева заборонили, там еще какие-то. Они заборонили, Бог знает что. Это можно только одних за ЛГБТ, что якобы там, кажется, других, я не знаю, еще за что-то, за сексуальность какую-то там, разные эти вещи. Но почему мы должны на этот Роснадзор какой-то ориентироваться? Господи, кто они? Это какие-то безграмотные люди, которые собрали. Меня же тоже в этом нашем Роснадзоре, я не знаю, как он там называется, все мои книги проверяли насчет экстремизма. Но потом нашелся какой-то умный человек, сказали, что мы будем идиотами в мире, да? Это не так. Это вот о том потере гуманитарности в нашей жизни. Сразу понизился уровень жизни, не уровень этот материальный же, уровень мышления. Произошло общая какая-то планка понизилась всего очень. Понимаете? И люди задают какие-то вопросы, которые, если бы у нас, пусть мы там, ну, я не знаю, у нас как-то еще не получалось идти к демократии, но вот если Россия, она все-таки что-то пыталась идти,
И если бы она шла, она к чему-то бы пришла, и с теми же имперцами, Бродскими, Пушкиным. Не в этом дело. Это все не язык, а время. А мы должны думать о сегодняшнем дне. Откуда, из чего мы можем взять силу. А сила – это мысль, это слово, которое осталось от людей. Пусть оно будет на турецком, мне все равно. Но главное, чтобы меня пронзила мысль, которая мне сегодня нужна. И нам всем нужна. Вялікая колькасць расейцаў лічыць, што ні беларусы, ні украінцы не маюць права мець самастойнай дзяржавы. Чаму так? Да, я это тоже слышала. Потому что имперство живет в каждом русском. Вот все равно они считают, что мы нет. Когда я получила премию, какая была атака русских писателей на меня. Да, это очень большой... В связи с чем? Что Беларусь, как это, они не получили Нобелевскую премию, а Беларусь получила. Но это была очень такая атака серьезная. По-моему, с полгода не могли утихомириться. И очень большие писатели. И тогда я поняла, что да, это имперская страна. Тогда была еще Ахмадуллина жива. Ну, много кого они представляли, что можно дать премию. И Улицкая претендовала, да. Чем белорус адрозніваецца ад расейцаў? Я не знаю. Вот мне сложно. Я люблю русских людей. Я люблю Москву, скажу. У меня там очень много друзей. И очень хороших друзей. И хотя половина из них евреи, наверное. Я бы сказала так. Но когда мы оказываемся где-то вместе, я не раз слышала: Света, все-таки белорусы, вот смотря на вас, все-таки белорусы другие люди. И я не могла понять до конца, почему так. Может быть, наша какая-то мягкость, деликатность. Не знаю, я люблю очень белорусов, но русские люди мне нравятся. И война не изменила ваше ставление? Я хотела сказать вам, что меня, когда началась война, меня удивил не Путин, а удивил русский народ. Когда я услышала вот эту поддержку по телевидению, по всему этому. Но потом я поняла, что это ж не весь народ. Я стала встречать людей, свои знакомые, которые были, вот и те, кто уехал, они были в безумии, они не понимали, как жить, что их страна, кто они. Это было очень сложно. Нельзя связывать политику Кремля с каждым человеком. Вот смотрите, Лукашенко, собственно, соагрессор, да? Он вместе с Путиным воюет. Это надо признать. Но мы с вами же не хотим это. Вы не хотите, я не хочу. Мы виновны в этом. Не. И что Хотя мы, морально, магчыма, частку вины мы несем все равно. И что мы можем сделать? Вот что он сделает, что я. Ну вот я говорю, я пишу, вы тоже снимаете, делаете. И мы бессильны. Вот есть такое время, когда, ну, я думаю, народ и власть – это всегда не вместе. А як ви ставитеся до стратегії Заходу, які виглядає не вельми хоче, каб Україна перемогла Путіна, боючися ядерной войны? Насчет ядерной войны, по-моему, на Западе боялись первое время. Сейчас я смотрю по газетам, там так об этом мало пишут. И уже не думают. Все понимают, что Лукашенко, что Путин и сам боится ядерной войны. Но всем же ясно, что он вошел в такую авантюру, и что если он будет, он может сколько угодно народа положить, и у него есть народ, в отличие от Украины, что если он будет терпеть поражение, то в безумном состоянии, конечно, человек может что угодно сделать. Но я надеюсь, что вокруг него достаточно людей, которые не хотят умирать, у которых есть дети, внуки, за границей есть. У них все для этих внуков и детей подготовлено. Честно говоря, я вот не верю в эту войну такую большую. Мне кажется, она идет только пока без ядерного вооружения. Вот если бы, мне кажется, Путина не было, то и война бы остановилась.
Адназначна. Ну, хіба толькі замест яго генерал новы не придя. нет, по-моему, все уже там достаточно. Я не так много говорила, но говорила с какими-то такими вышестоящими людьми. Но они же все, даже если не такие уж высокие, все равно они несут идею своего окружения, да? По-моему, никто не хочет войны. Я даже среди них не находила тех, кто хотел бы войны. Як вы ставіцеся да думкі, што сёння з улікам пагрозы з боку Расіі адзіным гарантам незалежнасці Беларусі выступае Лукашенко? Да, любимая мысль некоторых. К сожалению, должна признать, что в этом есть доля правды. Есть. Потому что если бы не он, тут уже сидел бы какой-нибудь русский губернатор. А он так любит власть, что он как-то обманывает, там, ну, в общем, всякими не пускает. Но думаю, что какой ценой он это делает? Ведь, собственно, мы воюем. У нас самолеты их отсюда вылетают, да, бомбят отсюда, раненых их лечат здесь. Мы все-таки участвуем в войне. Вам не нравится, мне это не нравится, стыдно, но это факт. Может, он так откупается? Я так думаю. Это его форма откупиться. Но он спасает не Беларусь, почему-то я ему не доверяю. Он спасает свою власть. Он очень сросся с властью. Ну и вот, слава Богу, на этот момент наши интересы совпали. Потому что я думаю, что без него проблема решилась бы мгновенно. Тут бы ввели войска, и все. И губернатора привезли. Недавно Зайнун Пазняк сказал, что Мария Колесникова палітычнае нішто і што яна адзначылася недалёкімі казаннямі. І гэта многіх вельмі моцна абурыла, таму што для многіх Мария Колесникова гэта акурат сімвал барацьбы, і многіх беларусаў яна натхняе. А як вы да яе ставіцеся? Я ее просто люблю, я ее знаю. И она мне очень нравилась, красивая такая современная женщина с европейским опытом жизни. Она очень интересный человек. И это ее улыбка, и так, как она шла впереди. Она стала символом наших маршев. Я даже не могу наши марши представить без Маши. Какая она в смысле политическом была бы, но мы не видели, она не развернулась. У нас же было очень мало времени, пару месяцев только. Никто не успел развернуться. Света Тихановская сделала себя после борьбы, да, вот этой. Латушка тоже после, хотя в Координационном раде, когда я его слушал, был самый умный человек. Вот Латушка был самый умный человек, но в нем в образе, вот как-то Светин образ, он больше совпадал с образом народа. Я была как-то, они выступали где-то в Минске, и вот выступает Мария. Все, людей очень много, все хлопают. Выступает Цыпкало, хлопает. Выступает Света. Все просто с ума сходят. Почему, не знаю. Что-то, какое-то совпадение каждой вот этой женщины, что со мной стоит, было какое-то совпадение со Светой. Вот с ее этой, она еще не умела говорить тогда. Вот она, это я подумала, что как лидеры, лидер выбирает какая-то интуиция народа, да. Вот смотрите, Горбачев был намного умнее этого Ельцина, и он бы гораздо больше сделал. И не было бы, может быть, и Чечни, и много чего. Но почему-то Ельцин был ближе. Вот этот человек, который пьет, который... Но в то же время в нем были какие-то сильные качества, очень много. И что касается Маши, ой, я только молю, чтобы она хотя бы пришла более-менее здоровым человеком, который мог бы
вылечиться, да, ее бы тут весь мир вылечил. Это как раз из тех людей, которые сделали вот революцию и которые сделали, в конце концов, нацию, если уже хочет Поздняк, то, что ему не удалось сделать. Поздняк просто ревнивый человек. А ревнивые люди в политике – это катастрофа. Потому что я уверена, что если бы вот он был во власти, это не было бы хорошо для Беларуси. Она бы со всем миром поссорилась. Он никак не может согласиться, что его время прошло, что уже другое время, другие люди. Да, вот женщины. А то он как Лукашенко, ему женщины не нравятся. Потому что она не служила в армии, а ему я не знаю почему. А як вы ставитесь до Виктора Бабарыки? Потому что... Я его очень люблю тоже, потому что мы немного с ним знали друг друга. Он же книги мои издал. Вот когда он приходил ко мне в гости и потом уходил, я много думала о нем, потому что он всегда говорил так хорошо, что когда я говорила, как он точно, какие-то его мысли, все, он говорил, это из меня сделала жена. Много ли белорусских мужчин скажут это? А он говорил, вот, которая нелепо погибла совершенно. Вот. И все, что я, это сделала моя жена. Вот это был такой человек. И у него было очень интересное мышление, с ним было очень интересно говорить. Я, правда, не знала, что он способен на такой порыв, что он рискнет так, поскольку он мне не казался здоровым человеком. А это же надо мощное здоровье для такой работы. Но если бы он стал президентом, мы бы уже двинулись совсем в другую сторону, если бы Россия не прихлопнула нас. Если бы мы могли заручиться поддержкой Европы, все это было бы другое время. Это другое мышление. Это человек системный, систему. Это человек... А что такое системность? Это план. Не просто вот... Как это хорошо. Есть такой художник Илья Кабаков русский. И он очень хорошо сказал, когда мы боролись с коммунизмом, мы были очень красивы, очень себе нравились. Мы все были вместе. И вот мы победили это чудовище, и оглянулись, и вдруг оказалось вокруг очень много крыс. Крысы ползли отовсюду. А у нас не было опыта, как их побеждать в таком количестве. И они ползли из людей, из времени, из всего. И в культуре нашей не было этого опыта. И вот мы видим, крысы победили. До речі, я чула таку думку, що коли б жонка Бабарыкі была живая, то навряд ці б ён пайшоў в эту авантюру с выборами. Ну, это трудно сказать. Во всяком случае, он говорил, что она из меня сделала то, что вы видите и знаете. И это был очень интересный человек. Як ви думаєте, що може примусити Лукашенко визволити політв'язнів? Ничего. Ничего. А навошта йому стільки полонных? Это он относится к ним как к товару. Я очень подписывала много писем, и даже Макрону звонила и говорила с его помощниками, перед этим тоже с ним говорила, и что что-то надо делать, что Лукашенко пытается повернуться в сторону Европы. Может быть, это его какие-то колебания использовать. Я не верила, что он отпустит Марию, потому что как-то мы узнали, что она больна. Но хотя бы десяток других людей освободить. Но, по-моему, все чувствуют, все знают, мне сказали, но вы знаете, чего он захочет? Он захочет снятия санкций. А мы это не можем сделать. Это так. И они на это не пойдут. Поэтому я не знаю. Освободить людей может только, если будет катастрофа Путина. И Лукашенко первый это почувствует. И вот тогда начнутся какие-то торги. Лукашенко неяк публічна заяўляў, што вы здрадзілі Беларусі і з'ехалі. Што вы ему отказали? Я бы ему напомнила, как он
не дал даже отметить мое 70-летие. Еще тогда было мирное время, но я подумала, боже, какая ненависть должна быть у человека, чтобы он вот это так вел себя, потому что вот Дуда тоже Соли Токарчук, она тоже лауреат Нобелевской премии, но полька, да, но он на высшем уровне все делал для нее, хотя взгляды у них абсолютно разные. Но он не позволяет, он знает, что это такое, что это для страны, для этого. Но у нас же одно солнце, ясно, поэтому если он хочет, чтобы я сейчас вернулась, то я вернусь, когда народ вернется. Как это будет? Я вернусь, даже если он мне гарантирует, хотя во все его гарантии я не верю. А как я буду выглядеть перед теми людьми, чьи дети живут с бабушками, с дедушками, совершенно там ждут этих конфет. Вот победим, тогда будут конфеты, сказал мне один маленький мальчик, который перебежал туда, в Вильнюс. Я принесла конфеты, он так обрадовался. А мне папа сказал, что когда мы победим, тогда будет в доме много конфет. И я жду, говорит, такой мальчишка классный. Вот. Ну, что я скажу ему? Что я ему буду вспоминать эти автобусы вокруг моего дома, эти машины, эти, если я выходила куда-то, то за мной обязательно шло 2 человека, да? Когда я даже шла голосовать, за мной шло 2 этих. Пошла со своей подругой, не одна. И она остановилась такая, еще что тогда такое время было, все спрашивали. И говорит, а чего вы идете за ней? Они говорят, да мы так идем. Вот это мы вас... Это. И вот я проголосовала, иду назад, и они опять за нами идут. Она говорит, ну вы же опять идете за ней. Ну что говорить, это маленькие клерки, их послали, они пошли. Если бы мне было хотя бы 40 лет и было здоровье, то, конечно, можно было не уехать. Но с моим здоровьем меня обхватило в Окрестино на 2 дня. Як ви думаєте, за що він вас так боїться чи ненавидить? Я не ведаю нават, як эту эмоцию описать. Я бы сказала, это та же болезнь, как и у Зенона Поздняка, ревность. Ревнивость такая. Он же с каждым может сделать все, что хочет. А здесь не может. И он, видит, что человек думает иначе. Многие вещи ему просто непонятны, о чем я говорю. Это еще больше злит. Но кому понравится, когда я говорю, что диктатура – это малокультурная вещь. В культурной стране может быть диктатура. Вот была же она, в конце концов, в Германии. Даже очень много умных людей или молчали, или даже вступили в союз. А тут ясно, что я не из тех людей, кто будет вступать в союз или что-то. Поэтому, наверное, даже обрадовался, когда я уехала. Со мной ехала заместитель посла немецкого. Тоже стояла со мной, когда нас около часа держали на границе. Но потом все-таки выпустили. Может быть, благодаря ей. А что бы вы хотели ему донести? Что бы вы хотели, чтобы он почул и зразумел? Вы знаете, еще был первый по 11 или какой был, первые выходы. И помните, как разогнали эти палатки и сколько людей арестовали? Это было под Рождество, что ли? 10-й год, напомню. Да. И я написала ему открытое письмо. Он, конечно, не ответил, он же не отвечает. И я как бы всегда в противостоянии. Ну, что хотят донести тирану писатели всех времен? Они хотят сказать им правду, они хотят сказать, что народ недостоин такой участи, они хотят сказать, что у нас может быть другое будущее, у нас может быть и политический строй, все другое. Цари всегда любят слышать правду только от этих юродивых, когда можно посмеяться, да? Тогда они ее как-то еще, хотя боятся предсказаний юродивых в России, во всяком случае. А тут
И в России, и в Беларуси, конечно, писатели не любят. Особенно если слышат, что есть разные люди. Есть, которые могут сломаться, есть, которые не могут сломаться. В жизни я человек очень мягкий. А вот в таких вещах вот важно нет. Люди вашего поколения долгий час жили с думкой, что свет становится лепшим. Что так, як Советский Союз повалили, так с часом збудуем свободные демократичные краины. Вось вы зараз оптимизмом ці пессимизмом глядите в будущее? Нет, то, что время поменяется и будут другие времена, это несомненно. Я еще раз повторю, время нельзя победить, но жизнь маленькая. Вот это единственное, о чем я жалею. И что такой ценой. Калі вы зараз азіраецеся і думаеце пра тое, як вы раней глядзелі на жыццё, ці ёсць штосьці, у чым вы памыляліся, может быть, что вы переасэнсавалі? Да, я была раньше более жестким человеком. А сейчас я знаю, что человек слаб, и знаю, что его надо прощать. И знаю, что надо уметь ждать. Кто для вас самый близкий человек в житті? У меня была моя украинская бабушка, а теперь моя внучка. Як вашу внучку змяняе свет? Чым яна ад вас адрозніваецца? Она как раз человек, который живет вдали от этих идей. Она просто хорошая, милая девочка. Но я думаю, что у нее еще впереди жизнь, она еще много подумает. Ці вы сустракалі ў сваім жыцці подласць? Да, но я не обращаю на нее внимания. Полно, меня всегда ругали. Вы же помните все время какие-то истории. Сейчас. Як быць вышэй за гэта? Делать свое дело и спокойно идти. Я больше занята тем, чтобы понять какие-то вещи. Дорожу какими-то людьми, которые встречаются мне в пути. Да и вообще жизнь – это очень радостная вещь. Природа. Хотя очень грустно. Хотя хочется домой. Вы пішаце кнігу пра каханне, хоць я разумею, што зараз Нет, яна на паўзе. Да. А вы самі ў жыцці сустракалі сапраўднае каханне? Конечно же. Конечно. Як адрозніць яго ад прахадных пачуццяў, эмоцый? Это, по-моему, нельзя рассказать словами. Вот я писатель, да, могу сказать, что это трудно объяснить словами, когда ты знаешь, что это, да. Вот видите, как трудно писать книгу о любви. Надо еще подумать, буду ли я ее писать. Вы жылі ў розных месцах у сваім жыцці. І ў Селічах пад Лагойскам, і пад Ракавам, і ў маленькай кватэрцы на Купрыянава, і ў доме Чижа на Немезе, а зараз у Германии. Дзе вы адчувалі сябе найбольш шчаслівай? О, счастье не зависит от этого, от домов и от всего. Зависит от человека, который рядом. Да, от людей, которые рядом, которых любишь. Ці разлічваеце вы вярнуцца дамоў? Да, очень хочу. И отсюда уже не просто уехать, и домой хочу. Вот так. Вот так и живем. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ток. Мы выходзім раз на 2 тыдні па нядзелях, таму можаце ўключыць званочак, каб не прапусціць новую размову. І дзякуй, што вы з намі.